В прошлом нашем стриме, когда мы обсуждали, мы затронули эту тему, и ты сказал, что нам нужно тоже чуть-чуть активность больше проявлять по этому поводу и, ну, как-то а, внести, так скажем, свою лепту в этот закон Магнитского. Как ты смотришь на то, Хусейн, чтобы в этот список попали в первую очередь главы администрации всех населенных пунктов во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, которые помогают зарабатывать Кадырову Рамзану деньги, собирая в каждом в своем районе, в каждом в своем населенном пункте, собирая вот эти средства с народа, с людей, из бюджета, который выходит, и отдают фонд Ахмада Кадырова, фонд Аймани Кадыровой, как мы его называем. Вот глав администрации, начальников полиции, так называемой полиции оккупационной, собрать список вот этих всех людей и просто передать через наши связи, установленные связи, передать туда, куда необходимо, чтобы эти люди тоже попали в список Магнитского, и все их имущество, или если оно есть за границей, и чтобы и передвижение им было ограничено, ну и так далее. Хуальхиту, что ты скажешь по этому поводу, Сань? Ну, это правильное, конечно, направление, правильная, как бы, на мой взгляд, идея, потому что другого давления, другого пути решения данной проблемы у нас пока нету. Мы не настолько как бы сильны, чтобы физически каким-то образом поймать этих людей и посадить за решетку, да, но методы, которые нам сегодня доступны, это методы, которые сейчас работают и против самого Путина. Если они работают против Путина, то тем более они будут работать против марионеток, да. И вот власть, которая сегодня оккупационная власть Чеченской Республики, она фактически поддерживается главами администрации, поддерживается начальниками полиции, там, всяких служб, да, спецслужб и так далее. И поддерживается также избирательными комиссиями, потом вот этими депутатами, так называемыми, да, которые сегодня как бы составляют чеченский парламент, который не имеет ни права голоса, ни абсолютно никакого лица, да, и управляется бандитом во главе, которого тоже просто так назначили. И членов правительства, которые тоже, видимо, члены правительства тоже должны войти в этот список. Этот список не должен быть закрытым, да? Мы должны контролировать деятельность этих людей, каждый раз вносить в списки новых и новых людей. Потому что, насколько я знаю, насколько все люди, которые здесь в Европе живут, они прекрасно знают, что эти люди довольно часто навещают своих родственников здесь в Европе, приезжают затариваться, приезжают на какие-то мероприятия, проводят какие-то экскурсии, не знаю, там, но имея на это, естественно, наворованные у нашего народа деньги, и на эти деньги они тут раскатывают, что, в принципе, недопустимо. Мало бы там раскатывали, да, при этом они угнетают наш народ. Они превратили наш народ в нищебродов каких-то, превратили наш народ в людей, которые каждый день видишь, Рамзан Ахматович, дай. Вот когда люди просят, а чеченцы никогда в своей истории не просили милостыни, никогда. Даже самые тяжелые моменты нашей истории, когда нас депортировали в 1944 году в Казахстан и Среднюю Азию, нету ни одного случая, подтвержденного случая, да, чтобы кто-либо рассказывал, что чеченцы там просили милостыни. Такого нет. Но сегодня мы видим, это массовое явление, уже стало массовым явлением, вот, потому что народ довели до такого состояния, что они вынуждены каким-то образом это делать, и другого варианта у них заработать или получить какую-то законную какую-то помощь у них нету просто. Ну, тогда будем прорабатывать это, после будем обсуждать, соберемся в нашем узком кругу,
и обсудим тогда эти и другие моменты. Есть еще кое-какие идеи, кого еще можно туда в качестве кандидатов предложить, Ну, да? да, мы можем обсудить, можем наших зрителей, наших друзей, которые нас смотрят, какие-то предложения от них тоже получать, да, потому что мы тоже знаем же не всех там людей, кто чем занимается, а народ своих, так сказать, героев знает очень хорошо. Этот вопрос надо было уже давно поднимать, но лучше поздно, чем никогда. Сейчас у нас есть очень хорошая возможность заняться этим делом, да, есть много друзей за границей, есть люди, которые нам помогают, есть политики, которые на нашей стороне нам помогают. Вот через этих политиков, с их помощью, с помощью наших друзей нашего народа, мы, конечно же, сможем добиться очень серьезных, хороших результатов. И надо постараться, чтобы эти люди остались в капкане, да, в который они засунули чеченский народ. Вот когда чеченский народ, чтобы сам потом мог разобраться, кто есть кто, и чтобы эти люди не разбежались, надо ограничить возможность поездок, надо ограничить вот этих наворованные деньги, эти, имущество, которое они здесь в Европе закупили. Да. В этом плане тоже нам надо будет поработать, узнавать, делать какие-то расследования, какие-то моменты, учитывать, где у кого есть дачи, там какие-то виллы и так далее, яхты и прочее, прочее, чтобы это имущество тоже попало под санкции. Ну, Это нужно сделать обязательно, чтобы люди знали, что воровать можно только в пределах России. За рубежом воровать здесь это самый большой грех. Экономические преступления считаются очень серьезными преступлениями. Поэтому на сегодняшний день просто я рад, что такая ситуация с Россией появилась, наконец-таки, да, что ее прижучили, и дальнейший ход будет исключительно только по нарастающей. да, Аллах, Хусейн, будем на это очень сильно надеяться. Друзья, сейчас нас смотрит 322 человека. Скажите, какие еще вы можете сделать предложения по поводу того, чтобы кого еще можно включить в список? Обращаюсь к вам, зрители наши. Кого еще, кроме глав администрации, начальников РОВД, может быть, участковых, которые также являются на местах и прямыми исполнителями этой преступной власти? Кадыров Рамзан несен список, санкционный список, в первую очередь за нарушение прав человека. Права человека нарушаются не только лично Кадыровым, а через участковых, начальников районных полиций и других там силовых структур, которые имеются в большом количестве на территории нашей страны, осуществляют нарушение прав граждан Чеченской Республики Ичкерия. Скажите, ваши участковые, конечно, говорит Аслан Каримов, да, участковые, я тоже считаю, подпадают под это дело, и как кандидатуру кандидатов мы их можем тоже включить в перечень. Да, кстати, вот Джимин пишет имамы. Имамы тоже, Да, кстати, являются очень да, важным звеном в этом проводниками, деле. да. Да. Имамы каждого населенного пункта, участковые, начальники РОВД и начальники глав администрации. Немо, любой силовик пишет, Немо, да, любой силовик, конечно, он является, но это будет слишком большой список, поэтому так не пойдет. Нужно конкретные должностные лица, не просто какая-нибудь маленькая пешка, которая есть. Хотя участковый тоже маленькая пешка, но на самом деле это очень важная пешка. Участковый, а имам это, конечно же. Тут пишут, Хусейн, еще певцы и журналисты. Кстати говоря, это тоже очень верно. Не знаю, как насчет певцов. Они-то, ладно, вот журналистов тоже вот этих из разных пропагандонов, их можно тоже, мне кажется, смело включать. Безусловно, это люди, которые пропагандируют насилие, пропагандируют ненависть, пропагандируют
все вот эти вещи, которые происходят в Чеченской Республике, они не то чтобы просто пропагандируют, они очень сильно поддерживают оккупационные власти и проводят такую грязную политику по клевете, да, по очернению Да. других людей, которые занимаются нормальными делами, с правами человека. И даже некоторые, я бы сказал, так называемые люди, которые занимаются правами человека Чеченской Республики, но они, конечно, в список не попадут, но в любом случае надо иметь в виду, кто там чем занимается, да, кто чем занимался. Это все надо знать, потому что... Ты имеешь в виду правозащитники? Ну, правозащитники, да, Так чеченские, называемые правозащитники, так да, да. называемые, да, которые там поддерживают власть фактически, поддерживают убийство, оправдывают... Оправдывают, легализуют, легализуют, именно, да, именно Да. легализуют. Так, ну так и запишем, Бог, да? Так, журналисты, имамы и так далее. Так, посмотрим, что пишут еще. 2018 день все занесенных по списку. Нет, это слишком много. Нужно, чтобы конкретные лица были. Прокуроры и судьи, Хусейн нам советуют. Это тоже Да, является... это относится к силовым ведомствам. Но там потом будем смотреть, кто занимается заключенными в тюрьмах, кто охранники, начальники тюрем или тюрьмы. Я не знаю, какая ситуация там у нас дома с тюрьмами. Но я думаю, что есть такие какие-то заведения, где содержатся люди. И надо тоже смотреть, чтобы эти люди, если они имеют какие-то тяжкие преступления, да, относятся плохо к заключенным и так далее, то эти люди в обязательном порядке тоже должны быть взяты на карандаш. Судьи, это безусловно, судьи это первые, кто на сегодняшний день запугал чеченский народ, сажая людей по фиктивным фактически делам, следователи, которые фальсифицируют уголовные дела. В общем, там список должен быть большой, но мы начнем с малого, мы начнем с особо таких крутых ребят, да, которые себя считают крутыми, которые там выступают публично, потом находятся в близком контакте с Кадыровым, с администрацией, принимают какие-то серьезные части в жизни Чеченской Республики. Да? Вот с этих начнем и будем потихонечку, шаг за шагом, с помощью наших зрителей, с помощью самих чеченцев, да, делать вот эту работу. И я думаю, что это очень полезная работа, потому что в дальнейшем, да, в будущем, когда эти люди могут понять, что власть у них не бесконечна, да, что эта власть не такая, что Всевышний дал такую власть над людьми, да, что они будут делать там на уровне Всевышнего свои грязные дела. То есть власть должна быть, любая власть должна понимать, что она тоже подсудна, она тоже будет иметь наказание за свои преступления. То есть свободного такого как бы беспредела нельзя допускать. И сегодня этими рычагами, которые мы имеем, мы должны этим людям показать, что они тоже досягаемы и для нас досягаемы, и для закона досягаемы. Международного права, да? Да, международного права, да. Так. Так. Кто-то предлагает Фализаева включить. Ну, это... Слишком большая птица. Нездоровые люди, оставим их в покое. Да. Так, читаю комментарии. Так, Ичкерия Форео, в первую очередь надо бы призвать наказать русских засланцев в Европе, которые гадят за халявные финансы Запада против них. Этой наглости нет предела. Конечно, сначала необходимо разоблачать.
Да, вот в том-то и Ну, дело, надо их разоблачать. Олсен, что ну, скажешь по этому поводу? я бы добавил здесь, вот в Европе, да, тоже будет проводиться, она и проводится эта работа, но не таком серьезном уровне, но надо, я уже неоднократно говорю о том, что появилась сейчас возможность прикрыть эти клубы, спортивные клубы ММА, и где в основном крутится вот эта вся кадыровская братва, да, которая Мгм. поднимает вверх пальцы, которые там, В Европе ты э, имеешь в виду, да? ну да, в Европе, конечно же, в Европе, Ага. которые кричат «Ахмад Сила» и Мгм. так далее. Эти люди, мы их многих знаем, в принципе, да, по ним тоже, я думаю, что уже пора работать, по ним пора их тоже как бы покупать им билеты на родину, чтобы они жили там, где им приятно, не жили среди кафиров, как они называют европейцев. Мгм. Пусть едут домой, живут в этой среде, в которой, как они считают, достойны они там жить. Мгм. Да, пускай тогда едут домой. Как раз у нас есть возможность им помочь поехать домой. Клубы ММА в Европе, ну и все, больше здесь мы особо не можем как-то кого-то без большого расследования. Так, если брать, то, конечно же, про клубы мы обязательно упомянем в нашем обращении, в нашем Ну да, ходатайстве. клубы уже вошли как бы в санкционный список. Да, вошли. Филиалы этих клубов, они есть в Германии, есть и в Австрии, есть и во Франции, в Бельгии, в Дании, везде во всех странах Европейского Союза, где чеченцы компактно проживают, обязательно Мгм. там есть бойцовские клубы ММА, которые, ну, взращивают, что ли, э, для бойцов, да, для вот этих гладиаторских боев, которые за деньги, которые люди приходят и смотрят на кровопролитие, там, на мордобой, для того, чтобы развлекать публику. Мы не можем позволить, Мгм. чтобы наш народ, наши молодые чеченские ребята были какими-то бойцовскими собачками или гладиаторами, или петушками какими-то, да, как вот это было модно в Хосе-Юрте, в этих местах, насколько я знаю, были в моде давным-давно петушиные бои, собачьи бои, петушиные бои. То есть это оттуда идет, что любовь к этой драке, да, чтобы люди дрались и за это ложить деньги и так далее. Мы не можем позволить молодежь свою, да, поставить на заклание этим людям, сделать из них именно каких-то гладиаторов, посмешище для других людей. Мы не для этого привезли детей в Европу, чтобы растлевать их, да, здесь. Мы не для этого их привезли. Мы привезли их для того, чтобы они учились здесь, оканчивали высшие учебные заведения, были полезны своему народу. Вот это должна быть наша цель, а не мордобоем заниматься тут. Мгм. Да, совершенно верно. Тут кто-то пишет, до моды Фирдаус тоже нужно. Его уже внесли, мне кажется, или еще нет. Но на дочерей-то наложили санкции. Это, наверное, это имелось в виду, так как они Да, являются. это в принципе, это да, оно и есть. Для них уже вопрос закрытый, в принципе, там они под санкциями. Наша задача просто дополнить эти санкции новыми персонажами. Вот этим нам надо заниматься.